У меня, конечно, некоторые просили не говорить, но мне надо это сказать. Я бы хотел бы тоже обратиться к Тумсо, да, к Шишани, Абу Саддам Шишани, у которого. Я хочу тебе сказать, Тумсо, во-первых, деятелем тебя назвал я. Во-вторых, я попросил тебя, как ты просил меня вчера, я попросил тебя Хусейна не трогать. Хусейн заслуженный человек. Хусейн потерял семью в этой войне. Стоит с первых дней у истока нашей государственности. Ну, не с первых дней, с первых начала, грубо говоря, до войны. Вот он присоединился, когда первые там российские коллаборанты чеченской национальности пытались свергнуть власть, законную власть в Чечне. Так вот, Хусейн, во-первых, взрослый уже пожилой мужчина. Ты не имеешь права разговаривать так. Ты нас называешь не врагами, и при всем при этом ты в оскорбительной форме выражаешься по отношению к нему. Я тебя тоже лет на 10, на 8 старше, но ладно, я тебя назвал деятелем, ты мне ответил. Но тебя Хусейн не называл деятелем. Когда я тебе дал совет, как себя вести, чтобы тебе не отказывали в политическом убежище, да, который тебе не даст ни один правозащитник, потому что задача правозащитника, особенно которых ты почему-то так посчитал, что очень к тебе хорошо будут относиться, задача получить гранты большинства российских, я тебе скажу, я знаю практически их всех, которые есть там в России. Их задача получить гранты и на распиаренной фигуре сделать там себе дополнительный там бонус. Поэтому они тебе не скажут, не сказали бы, что иштмаал, иштал, Оказахарди, Ушди, Эрдац. Это не скажут, твоя позиция, да, мы тебя поддерживаем, ты имеешь право в соответствии с международными конвенциями и международным правом. И я тебе тогда дал совет. Ты тогда устроил там, тоже не очень хорошо высказался об меня, но об этом позже. Так вот, Тумсо, ты говоришь, что ты блогер и как бы все, тоже занимаешься блогерской деятельностью. Но ты не говоришь только о своей блогерской деятельности или о какой-нибудь правозащитной деятельности. Ты говоришь про шариат, про государственное устройство, как должно выглядеть государство, каким ты его видишь, ты говоришь. И поэтому, когда тебе отвечают, да, люди, которые, не я, Хусейн, которые видят, которые строили это государство, пока мы с тобой не принимали участие в этом, ты неуважительно относишься к ним и заявляешь, что мы тебе не враги. Да, ты нам не враг. Мы, получается, оппозиция друг другу. Мы оппозиция в нормальном, любом нормальном цивилизованном государстве, которое является и будет наша Чеченская республика Ичкерия. Оппозиция это нормально. И это должно быть, если нет оппозиции, это государство ненормальное, которое является, допустим, Саудовская Аравия, в которой нет оппозиции. Да? Или там Россия, в которой тоже нет оппозиции. Ты говоришь про Кадырова все время, вот что мы тебе сказали. Ничего плохого в том, что тебе там, мы на одной стороне, ты, наверное, привык со всеми там ругаться и уже автоматически с нами ругаешься. Не надо с нами ругаться. Мы не являемся врагами. И мы уехали не потому, что нам там было хорошо, потому что мы к чему-то хотим, стремимся к чему-то.
Если мы тебе говорим, не я тебе говорю, да, мы Цабос, Хусейн был в гостях, и мы провели, а, я тебе сказал, не говори все время о Кадырове. Я не сказал, не говори вообще о Кадырове. Говори о Кадырове, говори о всех преступлениях, и это очень хорошо. Таких надо быть, должно быть, чтобы больше. И ты сам говорил, давайте говорите, давайте, появляйтесь блогеры. И когда я появился и что-то тебе сказал, ты так на это среагировал. Вместо того, чтобы поддержать меня, вместо того, чтобы прорекламировать мой канал, сказать, да, вот новый блогер, ты почему-то даже, как ты говоришь, игнорировал меня, что тоже было известно. Почему я тебе сказал не говорить про Кадырова? Потому что про Кадырова, когда ты говоришь, мы, чеченцы, это знаем. Мы прекрасно понимаем ситуацию. Дух дикха и ситуация. Но кроме нас, чеченцев, есть еще западный мир, есть еще украинский мир, есть еще русский мир, да, в хорошем понимании этого слова, которые наблюдают и думают, что у нас идет внутричеченский конфликт. Мы начинали войну не из-за того, что нам не разрешали, как Хусейн сказал, молиться. Мы начали защищаться, чтобы сохранить, чтобы иметь свое независимое государство, как говорил Дудаев, стать субъектом международного права. Чтобы мы принимались во всех международных структурах на полных правах. Чтобы мы не как просители, как наши представители сейчас здесь ходят, могли прийти и сказать, вот у нас есть законное право, рассмотрите это, чтобы на геноцид над следующим поколением не повторился над нами. Вот для этого мы начинали. И когда тебе говорят такие вещи, ты не реагируй так. Мы не имеем, не хотим тебя, как ты говоришь, там, войну там или какую сопротивление друг с другом, да, чтобы мы начинали. Нет, это не надо. Мы один народ, мы заодно боремся. Поэтому, Тумсо, ты проводишь стримы, общаешься со всеми предателями, коллаборантами, со всеми оккупантами, да, ты поддерживаешь там Навального, его там, да, в его деятельности, очень лестно относишься, хотя этот человек абсолютно исламофоб. И на моем канале есть это видео, где я конкретно показываю, где он исламофоб. Мы не исламофобы, мы мусульмане, такие же, как ты. Может быть, по-другому смотрим на какие-то вещи, но мы также верим в одного Бога и верим в пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалам. Поэтому, если ты искренен в своих чувствах, побуждениях, давай проведем, чтобы пообщаемся, найдем точки соприкосновения. Давай решим это, чтобы наши, вот твои подписчики разные, мне столько гадостей пишут, но это может быть и тролли, скорее всего, большая часть из них тролли, которые пытаются нас разделить, нас войнукой, питандаря, будет. Давай пообщаемся, как два брата, как два чеченца, как два мусульманина. И я тебе скажу, у меня какие тебе есть вопросы. Может быть, у тебя будут ко мне какие-то вопросы. Покажем, что мы один единый народ и единые люди, даже находясь здесь. Так что предлагаю тебе пообщаться. Дик дутах. Ассаламу алейкум.